Юные гении и будущие ученые в конференц-зале Центра тувинской культуры съехались школьники и студенты со всей республики. Всех их объединяет тяга к науке и исследовательской деятельности. В этом году мне очень отрадно. И от имени всех молодых ученых хочу сказать, что более 100 участников со всей республики – это, я думаю, для нас большое достижение. А самое главное, что это показывает, что к науке интерес у молодежи есть. Подобная конференция была организована и в прошлом году, но не в таких масштабах, как сейчас. Участников было намного меньше, как и секций. Нынче их 6. Основная задача вот этой конференции в будущем, хоть кто-нибудь из вас, хотя бы один человек выберет специальность быть ученым, я считаю, что наша конференция прошла успешно. Сегодняшняя конференция – это прекрасная возможность для вас проявить себя. Я желаю вам удачи, я желаю вам не волноваться сегодня. Я желаю вам испытать вот это чувство трепетного восторга, когда прикасаешься действительно к храму науки. Средние и старшие классы и студенты среднего профобразования, участники конференции, разделены на 3 группы. Ученица 10 класса Норжон Мунзук представила научную работу «Древнее городище городского поселения Шаганар». Я исследую эти городища, чтобы наши потомки не забывали и продолжили изучать исторические данные и сведения нашего города. В будущем я хочу изучать историю. На площадке «Культура, искусство и религия» готовится к выступлению Раджана Манчаксат. Ученица 12-й столичной школы подготовила работу о буддийских ступах Кызыла и их значениях. Что такое буддийские ступа? Это сконцентрированная позитивная энергия именно для нас. Всего в Кызыле 10 ступ буддийских. Они находятся в разных местах. 5 из них Чанчжуп, ступы Чанчжуп. В основном они имеют главную идею развития буддизма и развития сострадательного ума. В Кызыле есть главный храм буддийский Сичилинг. И там есть 8 ступ о 8 деяниях Будды. Для меня кажется, что это самые главные буддийские ступы. Раньше это были просто могилы в Индии, но Будда придал им особое понимание как подношение. В этой же секции с научно-исследовательской работой об истории возведения буддийской ступы Лхабаб участвует Алдынай Допуйол. Моя тема сегодняшнего проекта – это история возведения ступы Лхабаб в селе Целинное. Я выступаю с данной темой, чтобы популяризировать это место не только как место преклонения буддийским святыням, но и как некое красивое место в данном селе, потому что оно является также и главным достоинством кызыльского кожуна. Так как эту ступу возводил досточтимый Шивалха Ринпоче, эта ступа является очень ценным достоянием для данного села. И сегодня я тоже решила выступить с темой, которая мне сейчас очень близка по сердцу. И я надеюсь, что эта тема полюбится не только школьникам, которым я это буду рассказывать, но так и взрослым людям, которые меня будут слушать. Как анонсируют организаторы, проведение научно-практической конференции среди школьников и студентов станет традиционным мероприятием. Айра Асад, Буя Мангушья, Замат Ачур, телеканал Тува-24.